Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Пожароопасный сезон в большинстве регионов России уже наступил. Так, в Забайкальском крае сейчас действует федеральный режим чрезвычайной ситуации. С начала года зарегистрировано более 400 лесных пожаров на площади свыше 1 миллиона гектаров. А МЧС довольно успешно разыскивает виновных. С начала года, по данным ведомства, установлены личности 94 поджигателей. По данным того же ведомства, возгорания чаще всего происходят из-за нарушений правил пожарной безопасности, перехлестов электропроводов при сильном ветре, а также из-за несанкционированных свалок, которые расположены вблизи дач. К слову, Забайкалье не так далеко находится от нашего региона. А как дела обстоят у нас в республике, поговорим с гостями в студии. Добрый вечер. Ну, давайте начнем с общего обзора. Что у нас, в каких районах и городских кругах официально объявлен наш пожароопасный сезон? Есть ли пожары сейчас? Вот мы знаем, что почему-то начал гореть север республики. Тоже, как это с точки зрения погоды, да, почему север? Вроде бы нетипично. Вот давайте. Ну, позвольте Да. начать. Да. Министерство экологии в этом году открыло пожароопасный сезон. Вышло распоряжение правительства Республики Саха-Якутия, и сезон открыли мы с 1 мая. И как раз открытие сезона было связано с первыми термическими аномалиями, которые мы в арктических зонах лицезрели через систему дистанционного мониторинга Земли, и на что сразу хочу отметить, что были очень удивлены, так как по прогнозам раньше 20 мая эти районы вообще даже не рассматривались об открытии сезона. А здесь мы уже получили целую проблему. То есть мы получили ряд ландшафтных пожаров и связанных с переходом огня на территорию лесного фонда уже с лесными пожарами. Поэтому Это Верхоянский и Ивано-Бытантайский. это Верхоянский район и Ивано-Бытантайский район. Перед пожароопасным сезоном, при подготовке к сезону, мы получили долгосрочный прогноз, и именно по горимости республика в мае вообще была как бы в зеленой зоне, то есть ничего не предвещало каких-то осложнений, но здесь, как сказать, вмешался человеческий фактор. То есть это не какая-то погодная аномалия, да, Сергей Иванович? Как там с погодой-то? Все нормально было? Ну, по погоде, если говорить, то получается, апрель был у нас очень с осадками, с избытками осадков и очень теплый. Значит, май, значит, у нас начался с теплой погоды, где-то с 25 апреля уже установилась очень теплая погода на большей части территории, и начал сходить снежный покров. Это очень рано. Да. Это в центральных районах где-то на 11-17 дней раньше климатической нормы. Но все равно не настолько жарко, чтобы это возгоралось, да? Все-таки причина, наверное, связана с тем, что люди на шашлыки поехали или нет? Да, давайте позвольте мне продолжить тему по причастным и виновникам природных пожаров. Нашим ведомством совместно с специализированными лесопожарными формированиями, сотрудниками МВД проводятся проверки, выезжаются в рейдовые мероприятия сотрудники. И также вычисляем виновников. На сегодняшний день у нас выявлено 26 виновных лиц. 5 из них это причастных к лесным пожарам, 21 это ландшафтный пожар. Все виновники установлены. Давайте сразу разницу между ландшафтным, лесным и природным быстро поясним. Вообще все пожары у нас природные. Соответственно, уже дальше идет градация. То есть если это лес, лесной пожар, да, лесной массив задевается. Если же мы говорим непосредственно о ландшафтном, это кустарник, это торф может быть, трава, сухостой травы, камыша. Различные низкорастущие растения, то есть они все у нас подходят под такую мелкую градацию, как ландшафтные. Но тем не менее, как и те и лесные пожары, они все относятся к природным пожарам. К примеру, в тундре, где нету лесного массива, там все пожары будут ландшафтные, природные, да? Да, там будут торфяные. Если есть залежи торфа, у нас есть такие районы, да, в республике, то есть эти пожары, их достаточно сложно тушить, они распространяются интенсивно, то есть по низовой части, и задействуется большой человеческий ресурс, чтобы, скажем так, отбить эти кромки. Ну вот об особенностях тушения, наверное, авиалесоохрана лучше
Да, к сожалению, расскажет. пожароопасный сезон начался очень рано. Естественно, что нам пришлось доставить туда буквально 4 рейса на 26-х. Это больше 80 работников пожарной службы, наземной службы, так как была максимальная вспышка лесных пожаров. Если для сравнения, в прошлом году у нас на эту дату было где-то 7 пожаров ландшафтных, да, и 4 лесных, то в этом году уже цифра зашкаливает под 80 пожаров. То есть в разы больше, но если говорить по площади, там в сотни раз площадь выше, чем была на эту дату в прошлом году. Тушение, конечно же, было сложным, потому как пожары действовали активно, ветровая нагрузка, травяной пожар, он вообще быстро горит. И возможны были угрозы населенным пунктам, которые мы успешно, скажем так, ликвидировали. Ну, если я правильно понимаю, то как раз вот тушением пожаров занимаются подведы Минэкологии, да? То есть Да. авиалесоохрана и Да, Якутлесресурс. совершенно верно. Подведы Минэкологии именно занимаются лесными пожарами. Я хотел добавить коллегам, чем отличается лесной от ландшафтного, чтобы совсем все понятно было. Эти пожары делятся по категориям земель. Есть земли лесного фонда, как раз на территории которой полномочия Минэкологии принадлежит по тушению. Независимо от того, трава там или болото, если он входит в состав лесного фонда, это лесной пожар. То есть, по крайней мере, мы их так распределяем. Категоризируете. Да. Соответственно, все остальные пожары, которые не вошли на территорию лесного фонда, это земли сельхозназначения, земли населенных пунктов, земли запаса, земли обороны. То есть много категорий земель у нас бывает, да, и, соответственно, все природные пожары на тех территориях будут относиться к ландшафтным. Действительно, правильно говорить, что все пожары, они природные. Но вот есть некое разделение по функционалу и по полномочиям. Только из этого можно разделять. То есть если гражданин в окно выглянет, он не разделит, там лесной это или ландшафтный. То есть горит природный массив, скажем так, да. А мы уже делим по категориям земель, по принадлежности, и, соответственно, у каждого свой функционал. Есть авиационная зона охраны, где Владимир Сергеевич рулит, да, авиационной охраной лесов. Есть наземная зона, где Якутлесресурс уже свои силы выдвигает. Есть земли тех же населенных пунктов, где первым эшелоном выходит население и противопожарная служба. А как вот погода помогает или, наоборот, мешает прохождению пожароопасного сезона, Конечно, периода? это, именно лесные пожары, конечно, влияет, Природная, будем решающая, да, погода, потому что, вот как видим на прошлой неделе, после установления высокого 4 класса у нас на северо-востоке и центральных районах, значит, с выходом серии циклонов южного происхождения через юг на северо-восток, у нас прошли хорошие осадки, небольшие, местами даже умеренные, сильные, и помогли потушить пожары. И получается 13-14 у нас мая прошли очень хорошие дожди. Это все связано с южными циклонами. Ну, с лесными, природными, ландшафтными более-менее понятно. А вот что такое термоточки и что такое класс пожарной опасности в лесах? Многие об этом слышат. Про термоточки, наверное, тоже мы, как курирующее министерство, у нас есть, уже не у нас, а у многих ведомств есть специализированные программы, которые подключены к системам спутникового зондирования Земли. Минэкология пользуется системой ИСДМ Рослесхоз, то есть информационная система дистанционного мониторинга, которая фиксирует каждую аномальную горячую точку. Это может быть костер, это может быть техногенный пожар, то есть все что угодно, все, что по температуре отличается от фонового. То есть не обязательно открытый огонь, это может быть просто... Совершенно верно. То есть мы часто сталкиваемся с такими срабатываниями, когда прогрев песчаника, прогрев скальника, когда снег на северной стороне сопки еще сохранился, а южная уже оттаяла. Она прогревается, и система разницу видит, температуру больше, к примеру, 10 градусов, она сразу фиксирует аномалию. И имеется реестр, в этой системе мы видим, диспетчера просматривают, то есть множество точек, на которые надо обратить внимание. После того, как точки зафиксировались, мы начинаем их отработку.
То есть сигнал поступает в лесничество, сигнал поступает в ЕДДС, где контрольно-маневренные группы выезжают, наши патрульно-рейдовые мероприятия проводят. Соответственно, смотрят и подтверждают, пожар это или не пожар. То есть, соответственно, если это пожар, то его регистрируют как лесной пожар, определяют зону ответственности, авиационная это или наземная, и соответствующая служба выезжает уже непосредственно на его локализацию и ликвидацию. Мгм. А сколько сейчас вот огнеборцев вообще насчитывается? Огнеборцев именно лесопожарных Да, формирований. Но в этом году с учетом увеличенного финансирования, все знают, да, что решением Владимира Владимировича Путина было поддержано увеличение финансирования охраны лесов. В 2025 году эта сумма дополнительного финансирования составила 2,7 миллиарда рублей, в рамках которого мы открыли 2 новых авиационных авиаотделения в Витиме и в Санихтахе. И, соответственно, под эти авиаотделения мы трудоустроили 181 человек. Из них 148 это именно бойцы, то есть это десантники и в будущем парашютисты. На сегодняшний день у нас лесоавиационных бойцов 703 человека составляет и 654 в наземной зоне, это Якутлесресурс, то есть для реагирования на наземные лесные пожары. То есть на настоящее время 1371 человек у нас готов к пожароопасному сезону. А в этом году есть увеличение штатной численности? Да, 181 человек. Мгм. Это вот новые формирования? Да, это как новые, 120 новые формирования, и все остальные это усиление существующих авиаотделений. Это Вы серьезный хотели вклад. дополнить? Да, конечно, я хотела дополнить своего коллегу. Дело в том, что мы готовимся заранее всегда к пожароопасному сезону, и составляются все необходимые оперативные планы тушения и привлечения сил и средств полностью всех органов РСЧС на территории Якутии. Как известно, у нас 461 населенный пункт подвержены угрозе природных пожаров. Соответственно, по данным этих планов всего привлекаться будет на тушение порядком 7 тысяч человек. То есть это группировка лесопожарных формирований, это группировка Республиканской пожарной охраны, службы спасения региона, нашего главного управления МЧС, вот, и, конечно же, привлеченные добровольцы из населения. То есть 7 тысяч человек – это те, кто вот готовы. Это готовы, да. То есть в каждый муниципалитет заблаговременно точкуют списки вот, о тех людях, которые готовы принять участие, например, да, к ликвидации природного пожара. Соответственно, если возникает, точнее, природный пожар, да, на территории того или иного муниципального образования или населенного пункта, соответственно, уже проходится по этим спискам. При ухудшении обстановки, в зависимости от категории, градации природного пожара, уже задействуются дополнительные силы. Давайте прервемся на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Самолет-зондировщик Як-40 Метео уже 3-й год подряд задействует в борьбе с природными пожарами в условиях засушливой погоды в республике. Ранее технология искусственного вызывания осадков в Якутии была применена в качестве эксперимента впервые в 2022 году. Эксперимент на борьбу с природными пожарами методом предварительного, превентивного увлажнения этих территорий. За эти 3 года мы получили на очень хорошем уровне значимости результат. О чем я говорю? Что именно за эти 3 года практически на территории эксперимента пожаров не наблюдалось. По сравнению с теми, так сказать, аномально высокими годами, какие были 2021 год. Данный самолет-зондировщик оборудован специальным устройством, в котором находится смесь. Именно этой смесью вызывают дожди. Ее частицы, они собирают всю влагу в облаках, превращая их в дождевые. Тем самым и происходит дождь в определенных территориях. В качестве смеси используется йодистое серебро. Его распыляют над облаками на высоте около 5 километров. Создание таких искусственных дождей значительно сокращает количество пожаров, которых с начала текущего пожароопасного сезона уже зарегистрировано более 200. По прогнозам Якутского управления гидрометслужбы, в ряде районов Центральной Якутии уже 3-й класс пожароопасности. И данное это воздушное судно
оно задачей работает по увлажнению именно территории в интересах сельского хозяйства, а также понижению класса пожароопасности. То есть перед нами это поставлена задача о предупреждении всех природных пожаров. Кроме Як-40, на территории Якутии будет работать собственный зондировщик Ан-26 «Атмосфера», переоборудованный по поручению главы республики в 2023 году. Самолеты будут работать по мере оказания ресурсных облаков. Это уже, как говорится, здесь профессионалы знают, где будут работать. Сегодня, в ближайшие дни будут работать по заречным группе района. По контракту со службой спасения республики самолет выполнит более 50 летных часов. Оба зондировщика примутся за работу уже в ближайшие дни. Тимур Калмогоров, Нюргун Старостин, Якутск. Ну что ж, мы посмотрели сюжет, как самолет-зондировщик Як-40 прибыл в Якутию. В этом году, как и в прошлом году, он будет работать по контракту со службой спасения Якутии. Вот кто мне расскажет подробнее о методах работы этого зондировщика? Ну, методы понятны. Это, скажем так, система искусственного вызывания осадков известна с 70-х годов. Ранее наши лесопожарные силы данным методом пользовались активно. После того, как были переданы полномочия, это ушло на федеральный уровень. Именно искусственное вызывание осадков с целью тушения лесных пожаров. И кодексом оно разделено. То есть это сугубо федеральные. Республика после 2021 года предложила как раз федеральному центру тестовый, скажем так, опытный метод искусственного вызывания осадков с целью снижения класса пожарной опасности и увлажнения почв. В настоящее время зондировщик уже несколько вылетов совершил по заявкам Минсельхоза, по заявкам МинГО-ОБЖ с целью снижения классов. Класс пожарной опасности, не сказать, что критичные, но по весенней шкале они уже входят в разряд там, 3 класс и где-то к 4 подходят. Безусловно, помощь их в увлажнении и снижении классов пожарной опасности, он отмечен, и мы уже 3-й год этим методом совместно пользуемся. То есть это немаловажный вклад в тушение лесных и ландшафтных пожаров идет вот именно как такое новаторство со стороны республики. И многие субъекты уже, оглядываясь на республику, опыт уже рассматривают, возможно, как предложение, чтобы наш порт работал у соседей. Многие рассматривают вообще как по той методики и тому алгоритму, который мы прошли, хотят также использовать и сделать у себя самолеты. Саргулан, давайте расскажем зрителям, что такое искусственные осадки с точки зрения метеорологии. Да? И вот есть разные мнения насчет этих зондировщиков. Есть мнение, что он прям притягивает эти осадки, вызывают. Вот. Некоторые там опасаются, что посыпают каким-то химикатом, и мол, это вредно может быть. Вот давайте... Ну, искусственные осадки – это осадки вызванные, да, получается, путем, самолета обстреливают облака. Облака необычные, а именно с осадками, то есть это кучево-дождевая облачность должна быть, определенной высоты, определенной температуры и уже как бы с которым должны идти осадки. Вот. Попадая, значит, йодистое серебро на облачность, она усиливает рост дождевых капель. И путем этого осадки идут более интенсивные, значит, по количеству выпадет больше. Вот не вредно ли это йодистое серебро? Ну, как говорит Баграт Григорьевич, да, основатель, можно сказать, на истоке активного воздействия он стоит, он сказал, что, очень маленькая доза, чтобы приносил ущерб растению, животным и человеку. Ну и надо понимать, что он выстреливает в уже существующие тучи, да, которые так или иначе прольются. То есть... Чтобы всем было понятно, вызвать осадки с ясного неба нет, зондировщиком невозможно. То есть это нужна ресурсная облачность, правильно коллеги подметили, то есть на определенной высоте, с определенной температурой, с определенным запасом той влажности.
И эти пиропатроны, они не то, что там распыляют, там активные вещества, они миллиграммами измеряются в очень этом маленькая пиропатроне. доза. Там вопрос идет именно, что йодистое серебро взаимодействие, оно охлаждается сильно. И за счет этого конденсат начинает собираться. Грубо говоря, это как дернули за веревочку и пошел дождь, как в мультике, помните? Вот наподобие такую функцию как раз и выполняет наш зондировщик. Я вот знаю, что в авиапатрулировании и тушении пожаров задействованы летчики-наблюдатели. Это одна из самых редких профессий в мире. Вот кто это такие, в чем уникальность такой Да, работы? летчики-наблюдатели – это довольно редкая профессия. Их на всю Россию буквально, наверное, порядка 500 человек всего лишь. Это редкой специальности люди. Они входят в состав летного экипажа, который используется на авиационном патрулировании или на тушении. То есть их задача – это своевременное обнаружение, принятие решений по тушению, ну и, естественно, потом уже само тушение, которое под их контролем проводится на всех территориях. Они также определяют площадь пожара, интенсивность пожара, категории земель, на которых этот пожар находится. Это тот лесной, скажем так, штурман, который находится на борту воздушного судна и дает нам всю полную информацию, что происходит в целом на охраняемой территории. То есть он скорее профессиональный наблюдатель, чем летчик, да? Но я вам хочу сказать, что он входит в состав летного экипажа, и он также потом при уходе на пенсию он получает летную пенсию. Он кабинный, то есть он находится именно на месте второго пилота и выполняет функцию лесного штурмана. Ну, как штурман. Как штурман, да. Вот сейчас у нас настоящий... Не за штурвалом. Нет, за штурвалом ему не нужно заниматься. Его задача вести ориентировку на местности, прокладывать маршрут, знать, где ты находишься, и то есть, чтобы все координаты, которые будут обнаружены, своевременно пришли в региональную диспетчерскую службу, потом мы могли вовремя оказать помощь, если есть необходимость для тушения этого пожара. Сейчас у нас вот буквально через полмесяца, наверное, мы закончим учебу еще 6 человек, которых мы учим. И эти люди будут работать, скорее всего, на новых открытых авиаделениях, про которых мы говорили, это ВИТИМ, Санихтат. Сейчас пока там будут командированные люди находиться, наши же подразделения. За вот этот год мы отучили уже порядка 12 человек. Это довольно-таки много. И общая численность приближается к 50 у нас в авиабазе. То есть из 500 человек по всей России 10%... Да, каждый год мы нас. учим. У нас одно время было всего лишь там 22 человека, сейчас уже подходим к 50. Почти в 2 раза мы увеличили численность летчиков-наблюдателей. Профессия редкая, тем более они проходят врачебно-летную комиссию. Кто-то может по каким-то обстоятельствам ее и не пройти, потому что здоровье оно не всегда одинаковое. Возраст плюс подходит к определенный. И поэтому мы должны иметь запас летного состава. Требования к здоровью как пилоту, Да. плюс у него должно быть высшее образование лесное для того, чтобы ориентироваться и принимать решения соответственно. И так как отметили, что дефицитные кадры, их еще и в течение сезона умудряются контрактовать соседи, у кого сложная обстановка начинается, такие как Хабаровск, например. Часто у нас брали еврейская автономная область, в прошлых годах брали в помощь наших. Хочу отметить, что вы отметили, да, в Забайкалье сложная обстановка, 150 человек наших ПДПС там принимали активное участие, 50 вернулось, а 100 еще на месяц законтрактованы, еще будут там бороться с огненной стихией. Но вот мы сейчас сказали, что лесными пожарами у нас занимается подведа Минэкологии. Когда федеральный МЧС подключается? Когда уже уровень федеральный ЧС объявлен? Да, когда уровень... Или когда угроза населенным пунктам? Если создается угроза для населенных пунктов, естественно, уже уровень реагирования сил и средств территориальной подсистемы РСЧС у нас меняется, то есть это либо с повышенного он уже переходит, может быть, достигать как чрезвычайной ситуации на уровне муниципалитета, так и выше, то есть республиканский, либо выше межрегиональный и федеральный уровень. То есть подразделения МЧС привлекаются непосредственно при угрозе возникновения перехода огня на населенный пункт. Но здесь стоит отметить, что наш субъект – это самый крупный субъект Российской Федерации. Соответственно, у нас есть не только Федеральная противопожарная служба, да, МЧС России, это Республиканская пожарная охрана и служба спасения региона. То есть это министерства и ведомства, которые созданы субъектом
то есть Республикой Саха-Якутия, и если их реагирование будет оперативнее, чем федеральная составляющая, естественно, будут задействоваться они. Например, как у нас вот с Верхоянским районом, я бы хотела отметить, конечно, очень слаженную работу коллег лесопожарных формирований и наших субъектовых подразделений. Интенсивность распространения огня была настолько, что порядком 5 раз создавалась угроза для населенных пунктов Верхоянского района. И там задействовались как раз силы подразделений Государственной противопожарной службы республики. То есть на тушение этих природных пожаров оперативно сработали в полном ключе. Сейчас там уже проводится необходимый комплекс мероприятий по установлению виновных лиц. Направлен был очень грамотный сотрудник с Якутска, который сейчас в настоящее время продолжает работать и вычисляет всех виновных лиц, которые причастны к возникновению этих природных пожаров. Но статистика показывает, что ландшафтных пожаров, природных пожаров весной больше, чем летом происходит. Вот в чем все-таки причина? Это человеческий фактор, да? Зачастую на май-июнь у нас, как уже говорили, что у нас классы пожарной опасности не такие высокие, чтобы возникали природные пожары с такой интенсивностью распространения. Поэтому май-июнь – это в большей степени всегда человеческий фактор. То есть это нарушение требований пожарной безопасности. Ну вот сейчас сезон охоты, например, идет, да? Наверняка там какие-то пожары из-за того, что какой-то охотник не потушил костер. Возможно, такое возможно. Вот, как сказал коллега, да, что с 1 мая у нас уже установлен пожароопасный сезон на территории Якутска, Усть-Алданского района и Верхоянского. Сейчас действует особый противопожарный режим. Это тот уровень, при котором запрещен вообще выезд, выход граждан в лес и разведение открытого огня. То есть сейчас у нас будет наступаться как раз-таки стабилизироваться температура, повышаться, да, то есть для более теплой погоды. И каждый район, то есть, будет смотреть, исходя из классов пожарной опасности, и выбирать, устанавливать сейчас особый противопожарный режим или нет. В середине июня вполне возможно мы уже будем вводить, в зависимости опять-таки от оперативной обстановки по природным пожарам, стоит ли вводить полностью особый противопожарный режим на территории всей республики. Сейчас, пока идет сезон охоты, то есть, да, но не стоит забывать, что у нас охотники выезжают еще, скажем так, пресекают водные преграды. У нас не закончился ледоход не на всех реках Якутии, поэтому мы стараемся максимально предупредить граждан, чтобы они все-таки воздержались от выездов, поскольку они представляют угрозу как и для своих сограждан, так и для себя. Ну и сельхозпалы, да, так называемые, тоже наверняка могут быть Сельхозпалы, да, мы уже много лет говорим боремся, о том, что они запрещены. К сожалению, да, неоднократно выступали, наверное, коллеги из всех министерств, ведомств, разъясняя все-таки о большей вреде на самом деле сельхозпалов, нежели от их пользы. Это касается не только задействованных ресурсов на их тушение, но также и, скажем так, биомассы, да, то есть вот этот ресурс, который на почве находится, он плохо восстанавливаемый. Соответственно, сельхозпалы, они всегда причиняют больше вреда, нежели пользы. Такой устоявшийся миф, которым, к сожалению, пользуются сельхозпроизводители для того, чтобы быстрее зеленую траву, когда увидят, у них умиротворение становится, что все быстрее всходит. На самом деле трава, когда сгорает, погибают и микроорганизмы, и даже животные, то есть и кладки яиц, и очень много на самом деле более страдает от этих сельхозпалов, чем мы имеем. А вопрос в другом, что у него угодий на 2 гектара. Он поджег и спалил 100 тысяч гектар не своего даже участка, и этот огонь еще перешел в лес, и то есть еще и, получается, имуществу Российской Федерации приносит вред. И мы какие затраты колоссальные ведем на тушение. О том, какие грозят за это штрафы, мы спросим после рекламы. Это программа «Якутия в деталях». Мы продолжаем разговор о лесных пожарах и что же грозит поджигателям.
В Российской Федерации у нас существуют две статьи Кодекса об административных правонарушениях. Это 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности». Она общая. И также 8.32, также Кодекса об административных правонарушениях. Это уже статья наших коллег, то есть по рейдовым мероприятиям. В зависимости от уровня, то есть что введено на территории района или региона, штрафы различаются. То есть если мы рассматриваем часть первую, да, для граждан это может заключаться до 15 тысяч, да, например, но в условиях особого противопожарного режима сумма штрафов может увеличиться до 40 тысяч. Вот, для должностных лиц там порядком уже, естественно, большой рост. И юридическое лицо, нарушившее требования, штрафные санкции могут достигать 1 миллиона. Но это только административное. Есть у нас и уголовная ответственность. Это статья 261 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вот, там, естественно, в обязательном порядке необходимо возместить ущерб, причиненный государству, да, в результате лесного пожара, и уже в зависимости от признания вины, всех сопутствующих фактов, то есть можно получить как условный срок, так и реальный, как порядком 3 лет. Но есть также мнение, что лесные пожары, во всяком случае их распространение быстрое, это следствие изменения климата в том числе. Вот. Изменение климата, да, действительно происходит в сторону повышения температуры. Мы это прямо видим, да, мониторя погоду. Ну и получается, у нас последние года действительно среднегодовая температура почти на большей части территории республики стала выше климатических норм. Вот. Ну и, соответственно, вот последние года осадков существенно стало меньше. Ну и, конечно, вот в прошлом году почти на всей республике горели пожары, и был 4-5 класс пожароопасности леса, самый большой. Тем не менее, в прошлом году достойно справились службы и средства, в том числе Да, благодаря сезон был увеличению. сложный, но мы его достойно прошли. Я хочу отметить, помните, всегда у нас на всех повестках больших совещаний всегда было изменение климата и так далее. А сейчас посмотреть, климат, он уже изменился. То есть уже мы говорим не про изменения, а про измененный. Но, к сожалению, те традиции, которые сложились у нас на северах, они остались, скажем так, неактуальными, да, под сегодняшнее время и измененный климат. То есть мало снега, ранний его сход. Мы когда эти пожары отслеживали со спутниковых снимков, мы видели, что там в радиусе Верхоянска 80 километров вообще снега нет. То есть он растаял. И, соответственно, и здесь начались пожоги этой сухой травы. И, соответственно, мы получили ситуацию. Но погода потом, как говорится, все равно все растаяло на свои места. Пришел циклон, снег. Мы пришли в норму в этот момент. И вроде мы сейчас как бы по нулям. То есть 0 действующих пожаров, лесных и ландшафтных. Все время говорили. Добавить еще про Верхоянск. В прошлом году у нас больше месяца в Верхоянском районе был 5 класс пожарной опасности. Если мы возьмем, скажем, статистику прошлых лет, то максимально это неделя, может быть 10 дней. Это было максимум за весь пожароопасный сезон. 5 класс доходил вот именно в арктической зоне. А в прошлом году именно в Верхоянском районе, что было для нас очень даже неожиданно, целый месяц был 5 класс пожарной опасности. Это о чем говорит? Тот регион, где, по сути, должна быть самая холодная температура, он оказался наиболее теплый на всей территории нашей республики. То есть у нас в центральных и южных районах температура была ниже, чем в Верхоянском районе. И поэтому, конечно, хотелось бы предупредить жителей, что вдруг это повторится в этом году. Мы уже имеем проблему с начала пожароопасного сезона. То есть мы в арктической зоне открыли пожароопасный сезон. И мы понесли огромные затраты. Вот по оперативной информации только лесохрана понесла около 50 миллионов рублей. Это 50 миллионов мы практически израсходовали за 2 недели тушения пожаров. Нам пришлось привлекать дорогостоящую самолетную технику, Ан-24, Ан-26, вертолеты, которые очень дорого там стоят, потому что это удаленный район, и стоимость летного часа там дороже, чем в центральной части. И хотелось бы сразу же подвести к тому, что только что коллега рассказывала про административные штрафы, да, уголовное наказание. К этому еще добавляется возмещение затрат по тушению, кроме ущерба. Ущерб может быть
нулевой. Трава сгорела, и ущерб нет ущерба. А затраты там могут быть и 3, и 5, и 10 миллионов на тушение вот именно этого пожара. Поэтому те виновники, которые сейчас найдены, если будет доказано, что они причастны к какому-то из этих пожаров, то цифра, которая может варьироваться как от 1 миллиона и до 10, и до 15, она может лечь на именно этого местного сельского жителя, который, я думаю, вряд ли сможет эту сумму выплатить. Поэтому эта трагедия будет для семьи и для тех, кто занимается вот этими вещами. Наверное, есть смысл подумать, нужно ли этим заниматься. У нас в советское время в республике был закон о проведении сельхозпалов. Именно закон, который был утвержден, согласован на Волтумене. И что мешало им пользоваться? Ничего не мешало. Но, как вот Андрей Николаевич сказал, у него участок 2 гектара, а сжигает он в десятки раз больше. Сел на лошадь, факел привязал и поехал. А если бы это делалось как положено, в рамках именно того закона, который ранее был, сейчас уже это запрещено, то есть сделали мелизованную полосу, запалили отдельными участками, проконтролировали, то, наверное, такого бы вреда и ущерба не было бы. Поскольку мы говорили про самолеты, я не могу не спросить про Бе-200 ЧС. В свое время Дмитрий Ильич Садовников, первый зампред правительства, говорил, что обновленная взлетно-посадочная полоса Якутска сможет принимать крупные воздушные суда в столице республики. Вот в какой момент эти самолеты привлекаются? Почему это важно? Ну, у нас этот самолет может привлекаться в Якутске, может привлекаться в Мирном, Талакане, Нерюнгри. Это вот несколько аэродромов, которые пригодны для именно ВПП, пригодны для вот этих самолетов. Они привлекаются в основном при угрозе населенным пунктам. Основная масса это здесь, потому что порой люди просто не успевают оказать какую-то помощь. Бывает закрытая территория, что мы не можем попасть из-за дыма. Самолет, он, конечно же, при наличии водоемов, он может оказать помощь именно для защиты населенных пунктов. Тушить пожар, который действует на протяжении 100 километров, кромка, это, конечно же, не совсем правильно, потому что затраты будут колоссальные, эффекта мы практически не положим. А вот сбить верховой пожар, значит, помочь именно при проведении отжигу, которые идут вблизи населенных пунктов, да, здесь, конечно, его помощь будет существенна. И я бы дополнила коллегу, что нет смысла привлекать только Бе-200, то есть если мы говорим о защите, да, или тушении пожаров, потому что после его пролета, то есть после сброса воды, обязательно кромку вот эту нужно отработать наземными группировками. В прошлом году я сама лично летала, то есть мы вот с летчиком-наблюдателем как раз-таки проводили вот мероприятие, смотрели, отлично, мы пролетаем, сбрасываем воду, лесопожарное формирование тут же вот моментально заходит, и это вот видно, как вот прям своими глазами это видно, что как уже происходит тушение вот этого пожара, этой кромки. Вот. Это только Бе-200 применять нет смысла. То есть мы можем работать комплексно. Комплексно, да. Взаимодействие всех. То есть если возвращаясь к той же самой погоде, да, вот сейчас у нас работает зондировщик. Вот в пятидневку, вот последнюю мая, у нас прогнозируется уже установление как бы теплой погоды, повышается температура средняя многолетняя на порядком 1-3 градуса. У нас центральные районы республики, где складывается наиболее такая обстановка для возникновения природных пожаров интенсивных. И как раз вот сейчас то, что зондировщик у нас работает по центральным, восточным и западным районам республики, это мы закладываем на будущее, чтобы нам пройти вот май и переход июня с низкими показателями природных пожаров. То есть мы все работаем в комплексе. А какие методы применяются, когда рядом нет водоемов? Вот как в горах, например, тушат пожары? Ну, в горах тушат ручным способом, приведением встречного пала, отжига того, либо взрывным способом, примечается взрывчатка. Копают, если есть возможность, воду ставят. То есть внизу где-то с водоемов набирают. Тушение в горах оно затруднено, потому что привлечь сильно технику невозможно, потому что там дорог ничего не будет. Да? И даже не каждая землеройная техника сможет работать в горной местности, потому что там скалистый грунт, она может просто-напросто его не взять. Проливание водой тоже довольно сложно, поэтому, конечно, наиболее эффективно это проведение встречного отжига. Какой прогноз у нас на конец мая, начало июня, может быть, на лето? Что по погоде?
Ну, получается, у нас в эти дни, вот буквально вчера-сегодня, происходит перестройка атмосферных процессов, значит, прекращение осадков в центральных, северо-восточных районах. На этой неделе установится антициклональная погода, он будет прогреваться, поэтому на этой неделе мы в центральных и северо-восточных районах получим погоду очень теплую. Порядка дневной температуры это 20-25 градусов, ну и осадков как бы нет, да? А Без лето в осадков. целом? Лето в целом получается, ну, по прогнозам гидромедцентра, по вероятностному прогнозу, весь и май, июнь, июль, август, все месяцы на территории республики, все положительные аномалии температуры. Положительная аномалия, это значит, что... Теплые, Высокая горячая, да, да, теплые. А по осадкам? По осадкам в основном около нормы. Мгм. А вот и вопрос последний, наверное, ко всей студии. Как вы думаете, удастся ли удержать вот ту хорошую динамику, которая была в прошлом году показана, и не допустить повторения картины 2021 года? Я думаю, что у нас все для этого есть. То есть 2 сводных плана у нас разработаны на территории республики. Это по лесным пожарам и по ландшафтным пожарам, которые закрепила те силы территориальной подсистемы РСЧС, которые должны принимать участие в тушении тех и других пожаров, соответственно. Увеличенное финансирование, что позволило нам кратно увеличить летное время, увеличить количество леспожарных формирований, соответственно. Плюс работа зондировщика, несомненно, должна сгладить моменты сложные. Один из пиков мы прошли, уже это вот человеческий фактор, ну, по крайней мере, по арктической зоне это уже однозначно. Еще нам пройти пик до середины июня, человеческий фактор по центральной части республики, а дальше все во власти природы. То есть если высокая грозовая активность будет... И вот эти сухие грозы пресловутые. Сухие грозы, безусловно, это у нас 94% по прошлому году была причина именно грозовых разрядов. То есть из 1006 пожаров, то есть почти 900 пожаров у нас было по вине, так сказать, молниевых разрядов. Но мы в этом году также продолжаем работу с Институтом космофизики. В Алекминском районе установили 10 молниеотводов. Якутлесресурс, наше учреждение, их выставило для того, чтобы посмотреть, снимут они нагрузку на горимость именно из-за гроз или нет. И если да, то будем масштабировать на всю республику. То есть в качестве эксперимента, да? Да, это инновация, которая сейчас будет проходить в республике. Ну что ж, спасибо вам большое. Время программы подошло к концу. Это была программа «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Будьте осторожны с огнем. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.